Добрый вечер, друзья! В эфире передача «Вместе через беду 20 лет спустя». Сегодня в студии со мной добровольцы из Кабарде, настоящие герои, но неформальные герои. Я говорю неформальные, потому что, как выяснилось, не у Саши Сахрокова, который был командиром группы имени Гены Карданова после гибели Гены Карданова, ни у Мухаммеда Каскулова нет никакой награды. Они добровольцы, и я думаю, что это больше, чем любая награда, но тем не менее, мне было вообще, в общем-то, как-то неудобно об этом узнать сегодня в студии перед началом нашего эфира. Наша с вами встреча сегодня больше посвящена памяти группы Гены Карданова. Начнем, наверное, с нашей записи, которая была сделана тогда. Я думаю, что это была историческая встреча с группой, которая потом стала известна не только на Западном фронте, но и на Восточном фронте, как группа Гены Карданова. Давайте посмотрим этот материал, который, я думаю, что позволит нам очень многое вспомнить. И вспомнит каждого из тех, кто там был. У вас впереди, конечно, трудные моменты, трудные, так сказать, дни, но я думаю, что мужчина без трудных, сложных моментов – это не мужчина. Вот в связи с этим у меня вот такой вопрос к вам. Вот недавно, когда здесь в парке состоялось погребение погибших, вот после того, как был сбит вертолет, я видела лица ваших ребят, некоторые из вас тоже были там, которые плакали. Скажите, это когда мужчина, воин, кавказец может плакать? Что там может плакать? Воин не должен плакать. Он просто душе он плачет. Воин должен воевать. Воин должен, как говорится, себя держать. У тебя были здесь такие моменты? Да, у меня были. Очень многие были. Например? Например, были там в Фалашеле, я видел. Со мной уже лежали там парни. Ранения. Мертвые лежали же. Но я сдержался. Его родной брат там стоял. Тоже я ему говорил, как мужчина быть, чтобы ты не плакал. Все. Что война без жертв не бывает. Нам было очень больно, что были убиты дети, женщины. Там даже сказали, что была женщина беременная. Но это все мы пережили очень трудно. Вот из-за этого мы не заплакали, нам было вообще больно, и сами слезы потекли. Когда погибает воин, это одно, но когда погибают дети, это не то. Эти слезы не от страха того, что может с любым с нами так произойти. Эти слезы были чисто человечные, чисто. Есть момент, когда может и воин тоже сорваться и заплакать. Вот 2 сутки находиться там, вот в морге, видеть это все, отыскивать своих там. Дети лежат разорванные, ободранные, аж черные, как угли. Это, я не знаю, как это. Воюю с человеком, который против тебя оружие направил. Нечего там детей, там беременных женщин, там всех под одну метлу пускать. Конечно, больно. Но на похоронах вот здесь, когда слово дали Анцупову сына, этот мальчик так высказал свое, что он продолжит традицию своего отца и будет мстить. Просто мне невозможно было сдержаться после этого. Ребята кабардинцы, которые здесь, воевали, получили ранения, они бывает, что уезжают домой, чтобы долечить себя и так далее. Вот, но в то же время они спокойно как-то оставаться там не могут, пока здесь еще продолжается война. Я не могу дома сидеть, когда у меня здесь братья погибают.
Я пришел отомстить за своего родного брата и за тех, кто с ним погиб. И не за только за них, за всех, кто погиб из наших ребят, и за всех нужно отомстить. За это я приехал. Да, я помню, в тот момент, значит, один твой брат был убит, Руслан, да? Руслан Абаев. А Валера и ты были ранены. Как Валера себя чувствует? Нормально, он тоже скоро приедет. Ребята, скажите, вот меня демография тоже немножко интересует. Вы холостые? Кто из вас женатый? Я женат. Женат и 2 детей у меня. А как их зовут? Золотое моя Азамат и Жанета, там, дочка. Жанетта, да, дочка? Жанета, дочка, сын Азамат. Ты по них скучаешь? Конечно, скучаю. А что там? Война кончится, потом поедем, увидим. Подниму брошь их наверх. Как говорится, я уже 5-й месяц здесь, я их уже не видел. Скучаю, но у нас времени нету, я них скучаю. У нас времени умереть тоже нету. Да. Надо воевать. Надо воевать этих шакалов, надо убивать этих. Сколько Азамату лет? Я точно не знаю. Ой, не смешно. Так это твой сын или не твой сын? Вот там несколько месяцев. Вот несколько месяцев, да? Дочку знает, 2 месяца было, я приехал сюда. А сыну, может, уже год и уже 8 месяцев. Скажи, а вы все не женатые? Для всех девушек я холостой, а так у меня дочка 2 года. Просто на левом. А Муха, а ты очень молодой, в общем. Ну как у тебя с этим? Не собираешься жениться? Времени нету жениться. И невесты нету. Невесты тоже нет. Тоже нету. Да, проблема. После войны обязательно. Сколько тебе лет? Мне 21. 20. Ну вот и из этих ребят, вот кого мы сейчас видели, в принципе, кого нет в живых? Гена Карданова самого, Да, Аскера Дзагоева. Аскера Дзагоева. Мартина. Да, Мартин. Бузиев. Да, остальные живые. Остальные живы. Да. Остальные живы. Вот и группой Гены Карданова восхищались очень многие, но мне кажется, что очень многое там зависело от личности самого командира. Обязательно. Да? Каким он был парнем, Гена Карданов? Он просто неугомонный был человек, веселый, все время и шутки понимал. Но когда воевать, это 100%. Он не знал ни страха, ни назад никогда не смотрел. Он все время переживал за своих, за ребят переживал. Ну вот в этой группе был еще парень, который создавал настроение, Да, кстати, всем. Я, поскольку не владею кабардинским, к сожалению, не могла понять вообще, что происходит, потому что все, что он не сделал, и все, что он не скажет, все вызывало такой смех, такое веселье. Это Руслан Желетежев, Люта, вот как Да, его называли. Русик, Вот, да? да. Вот о Руслане что можете Всё сказать? время, Его вообще любит пил. вся Абхазия. Его имени мало кто знает, да, но вот появляется на экране его образы, и все с большим сожалением о нем говорят с грустью. Он всегда всю жизнь вот такой веселый был. Он шутил, любил пошутить. И он очень понимал хорошо юмор. И вот этот юмор он переделывал на свой лад якобы. Вот. Он и до войны тоже вот дома, если он там во дворе что-то делал, работал в огороде, он всегда пел. Пел вот кабардинские песни постоянно. Вот очень веселый был человек. Вот, и когда вот группой шли, мы уже, короче, на позицию куда-нибудь ехали, и Гена бедный всегда говорил: Рузик, люто мы называем, Рузик, запивай,
И вот, короче, или в автобусе, или в грузовой машине где-нибудь. И начинал. И вот хлопали, танцевали, хлопали, веселились, подпевали, так ехали. Душа компании, да? Душа всех друзей, это обязательно, это было. Да, вот скажите, почему Гена с группой, Мухаммед, ты тоже был с ним, да? Вы вместе уехали на Восточный фронт? Почему? Потому что здесь же не было таких, здесь позиционные как бы Позиционные бои, да. Там как бы больше нужны были люди. Вы почувствовали, что вы там нужнее, поэтому поехали Гена туда. ж был до этого, вот, пока мы вместе улетели, когда как раз вот, малыша Аслана, брата, они привезли, когда погиб. И он-то был, видел, как там тяжело людям, как не хватает людей. За это мы. Ну, столько было у него силы, энергии, вот такая энергетика была, столько харизмы было и так далее. И, конечно, такому пассионарному человеку хочется быть там, где особенно горячо. Я так думаю, потому он уезжал. Он хотел везде успеть. Да. Вот просто его самого не хватало на всех. Вот такая душа у него. А вы знаете, вообще интересная вещь, одна такая была, я же во время войны, я снимала, вот делала эти передачи и так далее, но я не писала, вообще я не люблю писать, честно говоря, вот это журналистские очерки и так далее. Но когда уезжали, я помню хорошо, мне Гена вот так вот вслед крикнул: Ира, а ты хорошую статью напиши. Мне, к сожалению, потом уже после гибели его пришлось написать небольшую статью, то есть небольшой очерк. После возвращения из Восточного фронта, вот неожиданно для нас вот то, что произошло на Гуместинском фронте, это то, что произошло 13 апреля. В какой ситуации это происходило? Сидели в кругу, просто разговаривали, в кругу сидели. Вот. И в этот момент начался обстрел минометный. Слышно было выстрел, и мы уже сидим, слушаем, куда снаряд упадет, далеко или сюда, по звуку уже можно было определить, шуршание или свистит снаряд или что. Вот, первый снаряд, мы сидели вот так вот в кругу, напротив сразу метров 8, первый блиндаж, первая позиция, вот так вот, короче, и мы напротив метров 8 вот так вот сидели, вот, Гена бедный сидел через одного ряда. Этот парнишка, который только приехал, Задин Торчаков, он сидел между нами с Геной бедными. Тут ребята, Сапанчиев, Батыр, гранатометчик был. Вот. И после второго снаряда, после взрыва, первый снаряд с правой стороны далеко ушел, взорвался. Второй снаряд с левой стороны далеко ушел, тоже взорвался. И после этого мы сразу решили, может, это самое, оборот или что самое, все тихо, спокойно. Батыр бедный взял Сапанчиев свой гранатомет, побежал в эту сторону, на свою точку. А мой автомат и пулемет лежали как раз вот напротив, где я сидел, прямо напротив, метров 8. И все, вход этого блиндаж на точку, в окоп, где гнезда были обложены мешками с песком. И вот мы только разбежались, несколько человек. И вот до вот этих 8 метров я только успел добежать, и в этот момент сзади меня взрыв. Прямо взрыв сзади меня. Вот в этот момент я упал так, что за мешки я упал волной. И меня вот эти мешки с песком прикрыли. Мне ничего не попало. Но когда я очнулся, оказывается, вот пока я лежал, был 4-й взрыв, 4-й снаряд, где мы сидели. Сейчас вот там даже есть вот эти вот места, где мы сидели, метров 3, один ров, и метров 6-7 другой ров. Хорошо положили тогда, действительно. Вот. Когда я очнулся, ничего не слышал, шум в голове, гудит все в пыли, ничего не видно. Я как-то залез в блиндаж, немножко потом сижу, вспоминаю, что случилось, где я, как, почему. Вот. Когда немножко прошло время, я не знаю, сколько это прошло времени, когда немножко уже очнулся, только выхожу из блиндажа, и ко мне бежит, называя меня по имени, бежит вот этот Торчаков, Задин бедненький, бежит, а у него отовсюду вот вены, видимо, попала, кровь сочится прямо через одежду. Я его затащил
блиндаж, у меня был подсумок с бинтами. Вот. Я начал его просто обматывать. Там старые полотенца лежали у нас в блиндажах. Начал его обматывать, и в этот момент слышу крик. У нас в группе был один шапсух, бедный, его тоже нету. Руслан его зовут, Русик, он с Кичмая, пошел Кичмая. Я помню. Он кричит, Саша кричит, а я этого перевязываю как могу, и кричу, Русик, что ты кричишь, что случилось? И он кричит, Гену убили. Я с блиндажа этого там оставил в блиндаже, выхожу с блиндажа, смотрю, и как раз вот пыль, вся пыль, весь шум, пыль оседает, пыль осела, вот как будто туман садится. И вот в этот момент, наблюдая картину, все ребята были разбросаны. Кто стонал, кто орал, кто без головы, кто это самое. Ну, разбросаны были это очень-очень. Это 2 снаряда очень сильно разбросало этих ребят. И начали сразу выносить, что с правой стороны от нас сидел абхазский батальон, дальше армянский батальон, уже ближе к морю чеченцы сидели. И из чеченцев перед выстрелами один парень просто пришел поговорить. В этот момент тоже он попал под раздачу, но он выжил. Ранение получил, выжил. И 12 человек вот так вот начали выносить. Девочки-медсестры с абхазского батальона прибежали, носилки. У нас была позиция чуть повыше, мы могли полный рост до моря идти. Вот. А чуть ниже уже поле уже простреливалось. Вот. И сзади нас стоял ангар. Пришел ангар, он и сейчас стоит, немножко разобранный, но ангар стоит. Начали выносить всех ребят. И когда Гену подняли на носилки, Сергей Карданов уже сразу за своим братом положили на носилку. И Гена бедный говорил, оставьте, говорит, меня, оставьте. Ребята, То есть он живой еще был? Живой еще был. Он, ногу у него ниже колена, правую ногу отбила, но немножко держалась, это самое, ну, на жилах. А так кость была раздроблена. Нога, вот, он кричал, я говорит, я в порядке, я нормально себя чувствую, ребятам, помогите ребятам, я, говорит, потом, ну, так, а такие его слова были. Начали выносить, вот, и в этот момент, я не помню, одного, ну, ситуация была такая, ну, никто абсолютно не владели, мы просто мысли, просто ажиотаж такой все. На носилку я одного положил, я помню. Вот, а держать второго человека не могу, все же бегают, все же выносят. И этот Шаманов, вот, он стоит надо мной. Я ему кричу, Шоп, держи носилку, давай быстрее, пока он живой, давай вынесем за ангар, складывали за ангар, чтобы прямые попадания. Это самое, ну, там стенка шикарная такая, СВС сложенная стенка, крепкая, и за эту стенку мы начали складывать всех на носилках. И Жеманову кричу, быстрее держи. А он, бедный, смотрит на меня, ничего не говорит. Я, что с тобой? Крик, шум. Я злой уже на него, почему он не нагнется, не возьмет. Он куртку вот так убирает, он весь в крови. У него попало, весь в крови, говорит, не могу. И он тоже, я говорю, сможешь выйти? Я, говорит, смогу. Только выходит, к ангару только дошел, обернулся. Обернулся, не знаю почему, кто-то его окликнул. И опять вторую пулю получил. И, ну, все равно своим ходом вышел там же. И слег. Ну, хорошо там, после этого операции, все, он жив-здоров, прекрасно. И вот начали выносить, а у нас пазик был, автобус, пазик нашей группы. Чичпа Тамаз, водителем у нас был на пазике, гудаутский парень. Вот. Автобус мы оставили в Шицикварах, там штаб, небольшой штаб стоял, автобус там стоял, и мы там дальше пешком через поле. И в этот момент нужен был транспорт обязательно, чтобы всех вывести. А выносить поле простреливается в любом случае не успели бы, очень много было их. Тут медсестры подбежали со штаба и кололи всех, кто мертвый, кто раненый, всех кололи, ну что ж, без разбору, там же не разбираешь никого. Вот. А Чичпа Тамаз тоже ранение получил, он тоже вообще не сможет. И Базиев, Мартин Базиев, он тоже хороший водитель был, он с Тамазом, так они менялись иногда, но ну, придется автобус гнать сюда. Он говорит, не смогу, ну что делать, все умрут, кто живой остался, все умрут. Он побежал, Базиев побежал, Мартин Ветви, вот, и смотрим автобус вот по этим ямам, пазик.
подогнал, мы всех туда сложили в пазик, вот оставили старшего, Сабанчиева Батыра, старшим оставили. Здесь вот ребята не разбегались, ничего. Вот, и мы сразу Шициквары до Шициквары. А тут уже с госпиталя, центральный госпиталь, тогда даже был сейчас монастырь, Новоафонский монастырь. Он же в госпиталь тогда, всех туда. Оттуда приехали рафики маленькие. И по 2 человека, каждый рафик, как бы скорая. И 1 сопровождающий. И так мы всех привезли в этот Гена умер в больнице да, или и вот я довезли тоже, его? Довезли. Он до больницы довезли, на первой машине его отвезли, а мы на втором. Я куда сел в скорую, у меня Русик Петный Люта, который пел, Русик Желетежев, он тоже был живой, а второй тоже с концу у нас был снайпером Камбулат. Да, Занилов. Камбулат Занилов. Вот, он и в армии снайпером был, и у нас он снайпером. Он уже был мертвый. А Русика я вот держал, вот так вот, и он просто дышал, храпел. Так мы довезли до госпиталя, доехали. Вот этого Торчокова Задина, который только приехал, мы его занесли на рентген. А мы же не знаем, как его зовут, фамилия, имя, отчество, не знаем, только приехал парнишка. И женщина, которая врач, подняли его, она рентген сделала, потом в этот момент крик в коридоре. Гену бедного вывозят с операционной. Его довезли до сонной артерии, попал в сонную артерию, но до этого действительно вот душа, сердце, видимо, держался он. И там бедный, видимо, как успокоился, и что, и там он умер. Его отнесли в морг. Возвращаемся, и вот женщина, врач, которая рентген сделала, говорит, заберите его, говорит, тоже, которого мы оставили, Торчоков. И я говорю, в какую палату? А ему, говорит, уже палата не нужна. Он назвал, ребята, говорит, все нормально, у меня просто живот болит, а так, говорит, все нормально у меня. Он сказал имя, фамилию, отчество, женщина записала, врач записала, все. И мы в этот момент вышли, его оставили, вышли к Хене. И когда вернулись, он, бедный, тоже уже был мертв. И вот так вот. И 12 человек туда погибло. 13 апреля. Действительно, добрых дней, вечеров очень мало в нашей жизни, поэтому именно их мы и можем желать друг другу сегодня. Нам больно и тяжело. Большое горе пришло в наш общий дом. Трудно забыть имя Гены Карданова и его боевых друзей. Но сегодня я попробую перелистать некоторые страницы нашего знакомства с ним, с человеком, обаяние которого не могло оставить равнодушным к нему никого. Абхазия ввергнута в кошмарный сон. Здесь гибнут лучшие парни, лучшие из лучших. Гена Карданов. Не каждый патриот может быть хорошим воином, но Гена им был. Для абхазской армии его смерть большая утрата. Вокруг него объединялись многие и многие добровольцы, готовые умереть за Абхазию, как за Отечество. Мужество беспредельное, обаяние, доброта, юмор – главные источники тому. Всеобщий любимец Гена Карданов был везде. Четкие, быстрые жесты, по-детски искренняя улыбка, сильно сжатый приподнятый кулак – это все Гена. Он спешил жить. Отец Азамата и Жанетты. Женаты 2 детей у меня. А как их зовут? Золотое моя Азамат и Жанетта, да, дочка. Жанетта, да, дочка? Жанетта, дочка, сын Азамат. Ты по них скучаешь? Конечно, скучаю. А что там? Война кончится, потом поедем, увидим. Пойдем, брошь их наверх, что как говорится. Я уже 5 месяцев здесь, я их уже не видел. Скучаю, но у нас времени нету, я них скучать. У нас времени умереть тоже нету. Да. Надо воевать. Надо воевать, этих шакалов надо убивать этих. Сколько Азамату лет? Я точно не знаю. Вот, не слышал. Так это твой сын или не твой сын? Вот, там несколько месяцев. 3 месяца. Дочку знаю, 2 месяца было, я приехал сюда. А сыну, может, уже год и уже 8 месяцев.
Талантливый человек, талантлив во всем. Бесстрашный воин и командир, он был душой своего отряда и не только. Как это страшно, до ужаса просто. Жизнь или смерть, как решается просто. Смерть ни одного добровольца не напугала истинных братьев-абхазов. Ряды добровольцев не редеют, напротив. Совсем недавно пополнили ряды освободителей Абхазии, погибшие вместе со своим командиром Геной Кардановым, Шагенов Анзор, Лихов Роберт, Торчоков Задин, Занилов Канбулат из Кабарды, Шхачев Вячеслав, черкес, Шидаков Ислам, карачаевец. Жили те же в Руслан, знали друзья его как люту. Не новичок был на Ишерском фронте. Опыта этой войны у него было достаточно. Он с первых дней здесь и принимал участие во всех боевых операциях. Его боевые заслуги, шуточные песни, заразительный смех, анекдоты теребят сегодня нашу память, наше сердце. بجوث جاكوم وعشر زكي شما أخوة بجوث زمزة في زيجما أدهان الساوة إيدو شلا هويلا 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 أي جهتها تاكا أي جهتها بزداكا داريا شاو وما بشاو لفت زنف جاكوم بساو أدهان الساوة إيدو شلا هويلا 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 هزر بفخورة ديشا ووردك هويلا 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 سشحم ورسكم يا وريداتك تغرزك وادخل يا دشا يكبا أدهان الساوة إيدو شلا هويلا 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 أي جهتك أي جدك بزدك داري عشاو قامها بشاو لفزانف جاكو بساو أتغن الساوة نايدو شلا هويلا 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 غاتكم يدخر بجانتم غاتي هاما هويلا 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 بجحامي بذر جاكم غري هاما مازا جاكور يا ناس بجبما أتغن الساوة نايدو شلا هويلا 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 أي جياتك أي جدك بزدك داري أشاو أما بشاو ونبزانف جاكو مبساو أتغن الساوة نايدو شلا هويلا 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 أتغن الساوة نايدو شلا هويلا 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 أول جات أول Слово о героях начато, но не закончено. К их именам мы будем возвращаться всю жизнь. Ну а пока еще один штрих. Гудаута, Фрунзе, 28. Сегодня, когда мы делали съемки, этот дом пуст. В течение многих месяцев войны он был родным очагом для Гены Карданова и его группы. Ни души в этом дворе сегодня. Нет Гены, его друзей, нет хозяина этого дома Тенгиза Трапш, беспредельно доброго человека. Он погиб вместе с ними в один день, в одно мгновение. Все они пытались вырвать Абхазию из пасти дракона, торопили время возвращения мира на абхазскую землю. هنا
Тенгиза Трап, значит, в этой семье Гарри умудрился снять очень интересные вещи. Этой семьи практически нет. Там произошла большая трагедия. Кстати, с Геной, с его группой погиб Тенгиз, который, кстати, души не чаял в Гене. Гену очень любили, и всю вашу группу, кстати, очень любили в этой семье. После войны трагически погиб их единственный сын. Я, правда, сейчас вот не знаю, где находится супруга. Это улица Фрунзе, вот этот дом, группа Гены Карданова, это нечто такое, это тот воздух, кстати, по которому после войны очень многие из нас, вот кто принимал во всем этом участие, как бы скучали. Вот какая-то была вот такая ностальгия по этому воздуху, по этому общению. Задолго до гибели Гены и его друзей, а как раз-таки именно в тот период, когда погибли Феликс Бекалдиев и Руслан Шауф, погиб Дышеков Зубер. Вот. О Зубере тоже, к сожалению, мы очень мало знаем. Я даже не знаю, он награжден или нет, как-то он отмечен или нет, но этот парень, думаю, что героически. Вот я думаю, что Мухаммед немножко расскажет вот о нем, а потом, наверное, мы уже послушаем вот эту песню, которую ты тогда исполнила. Все вместе с тобой грустили. Эта песня очень печальная, ты ее так спел, и вот хотелось бы, чтобы ты рассказала о Зубере, почему ты так не спел бы, наверное, если бы ты его не знал бы, мне так кажется. Да, я его знал и очень хорошо знал. До войны еще в Нальчике мы общались, виделись чуть ли не каждый день. Это был вообще человек, праздник. Никогда я не видел, чтобы он не улыбался. Даже молодой был, сколько ему лет Нет, было? он постарше был, он старше меня был лет на 10. Угу. Ну, молодой. Около 30 лет. У него была семья? Нет, у него семьи не было. Семьи, у него старший брат, я насколько знаю, он с Верхнего Курпа, Дышеков, Зубер. Душа компании тоже был, всегда улыбался, всегда. Он тоже уехал на Восточный фронт? Да, он погиб в Меркулах 12 декабря, да. Ну, я думаю, что меркульцы многие его помнят. Сейчас, наверное, Конечно, вот нас помнят. слушают, они его, конечно, вспомнили бы. Он даже, когда мы приехали сюда, он долго нас отговаривал, чтобы мы не ехали, чтобы мы уехали. Ну, такой был тоже очень... Он считал, что вы слишком молодые для этой войны. Да. А вот песня, кто ее сочинил? Песня это сочинил Амальчиев Роберт, он тоже, к сожалению, погиб. Это был мой первый друг, но очень близкий. Близкий друг. Да. Мы с ним вместе приехали, он, Вадим, и Навок, и Роберт. А Роберт погиб когда и где? Совсем погиб с Загоевым в вертолете. Второй. Да, сейчас вспомнила. Они погибли в вертолете. И Аскер Загоев, и Роберт Амальчиев. Мы вылетели 28-го. Но это не Ладский вертолет, чтобы люди не путали. Это, по-моему, Марухский перевал. Марухский перевал. В июне вот они погибли 93-го года. Роберт написал эту песню там на Восточном фронте, находясь? Нет, это было, это до Восточного. Эти съемки, вот когда мы сидели у Тенгиза, это было как раз перед 5 января, перед наступлением, неудачное наступление, когда было. Тогда мы сидели, как бы... эта песня родилась, наверное, накануне, потому что... Да. Зубер погиб вот тоже... В декабре. После Ладского вертолета, да. Да, буквально в одно и то же время хоронили с Феликсом и с Русланом Шауфом, я вот это помню. Вот, наверное, послушаем эту песню.
Роберт написал эту песню, да, посвятил Сберу. И, в принципе, через полгода он сам тоже погиб. И одна судьба. Люди одной судьбы. Друзья, так получилось, одной очень трагической судьбы. Вы те люди, которых в науке называют пассионариями. Спасибо за поступок. Я думаю, что зрители, которые сегодня вас видят, для них вы герои. Неважно, формально это произошло, не произошло, отмечены вы, не отмечены и так далее. Главное, вы себя давно уже отметили своим поступком, своей смелостью, своим мужеством. И последний вопрос. Как вы обычно отмечаете День Победы? Отмечаем с гордостью. Радость такая на душе. Не напрасно они ушли, не напрасно погибли. Да. Было бы больно, если было бы все напрасно. Вот это уже другой был разговор. Да. Значит, для нас это, для нас всех, да? Для нас всех абхазов. Разницы никакой нет. Ну, да, кто вообще отношения имел я знаю, к что этой добровольцев войне. часто называют абхазами. Для нас всех это великий праздник. Конечно, печальный, очень грустный. Но мы же знаем, в истории были отечественные войны, которые заканчивались поражением, не дай Боже. Так что победа, самое главное, это, конечно, радость, которую мы ощущаем в этой связи. Спасибо вам огромное. Итак, в нашей передаче сегодня принимали участие. Я даже не хочу называть это передачей, это такая теплая, по-моему, дружеская встреча. Саша Сахроков и Мухаммед Каскулов. Только что из этой студии вышли ребята, кабардинские добровольцы, с которыми мы с тобой познакомились 20 лет назад. Знаменитая добровольческая группа Гены Карданова. Мы сегодня смотрели кадры, которые ты снимал. Это первая встреча с этой группой. И потом уже, вот я говорила, в доме Тенгиза Трапша, значит, их там застолье, общение, веселье, где они, кстати говоря, больше раскрылись нам. Мне кажется, что если бы этого вечера не было бы, и если бы в трудных таких стесненных условиях ты их не снимал бы, очень многое, кстати, мы не узнали бы. Многие в танце, естественно, да, раскрываются. Да, ты тяжело работал, я видела это, но вот твои воспоминания какие, какое удовольствие ты получил от того, что познакомился тогда с ними? Да, это не часто в это тяжелое время можно было вот так вот, как говорится, отвлечься от повседневной жизни в военное время.
Вот, и в этот вечер ребята, было у всех там хорошее настроение. Гена Карданов, у него все бурлило, как всегда. Он очень яркий был человек. Вот каждый был настолько приятный, добродушный человек. Это вот, каждый был личностью. Личностью, Ты помнишь да. Гарри, парня Хасана, который на гитаре всю Да. ночь пел? Это вообще, это сколько энергии было в этом человеке. Да, это вот вечер был долгий. Было, конечно, и тяжело, с одной стороны, ну, снимать это, когда без перерыва, без конца, это вот долго, но... Было темно, кто-то придерживал там лампу, по-моему, ночную, да? Да, там светил тебе немножко. Но, тем не менее, это было все-таки какая-то радость была в этом. Да. Это сохранилось, и у нас есть возможность, в общем-то, да, в любое время зрителю показать, что это были за парни, да. Ну и их повседневно, естественно, мы там снимали везде, то есть, ну, не только их, конечно, но вот я как-то особенно, наверное, к ним относился, потому что они добровольцы, они пришли к нам помочь, и как-то всегда, вот если я их увидел, обязательно, не зафиксировав там, пройти мимо, это всегда снимали, вот, и когда они, к сожалению, погибли, где-то за полчаса до этого мы были с ними, там к ним приехали с Кабарды журналисты, я так понял, насколько помню, они стали общаться, мы уехали. Ребята очень храбрые, мужественные, вот, с чистой душой и сердцем, бескорыстные, пришли, ну, просто помочь от сердца. Спасибо большое. Это была передача «Вести через беду» 20 лет спустя. До свидания.